Жаңы үлгүдөгү паспортторго дагы бир нече коопсуздук элементтери кошулду. Бул кадам мамлекетибиз үчүн абдан чоң жетишкендик. Себеби буга чейин биз чет мамлекеттен өзүбүздүн паспортторубузду сатып алсак, эми өзүбүздүн паспортторубузду өзүбүз чыгарабыз. Жаңы үлгүдөгү паспортторубуз кут болсун. 31 мая мы начали выпуск и выдачу первым 4 гражданам новых паспортов. Паспорта нового образца, более усиленная защита, элементы защиты. И мы очень рады, что государственные органы самостоятельно начали, во-первых, печатать паспорта, во-вторых, выдавать паспорта нового образца. Самое главное, на что мы обращаем внимание, что паспорта выдаются уже самими государственными институтами. Относительно выгодности, да, действительно, это очень важно, чтобы государство само выдавало данные паспорта. А цена паспортов изменилась? Поскольку паспорта ранее, до 2024 года, регулировались ценами от 2018 года, конечно, время уже прошло, и цены сейчас немного поднялись. Например, там на ID-карту, по-моему, около 40 сомов будет повыше, на общегражданские паспорта будет выше цена на 400 сомов. Все цены утверждены со стороны антимонопольного органа. И, учитывая то, что добавлены новые элементы защиты, поэтому и цена намного выше, несколько выше, так скажем. Все необходимые объемы паспортов, которые необходимы для выдачи в рамках Департамента регистрации населения, Учкун обязуется поставлять на постоянной систематической основе. Никаких проблем с этим мы не предвидим. В ID-картах мы можем увидеть, что есть краски, которые при ультрафиолете, например, исчезают. А есть краски, которые, наоборот, появляются. То есть это основные защитные элементы. Как ранее я говорил, голограмма была раньше на фотографии. Сейчас мы на всю страницу полностью голограмму установили. MLI – это тоже мировая основная защита идет. Дальше чип. У нас всегда были проблемы, когда граждане говорили, чип выпал или там где-то сломался или что-то такое. Мы гражданам меняли паспорта. В данном случае в паспорте есть чип, и он бесконтактный, он внутри. Это основные защиты по паспорту. По загранпаспорту у нас здесь 24 год, плюс еще у нас здесь новый флаг Кыргызской республики. А в загранпаспорте мы пока применяем старый флаг, ввиду того, что по ID паспортам соглашение было подписано с Учкуном после внедрения нового флага, а соглашение по загранпаспорту было подписано до утверждения нового флага, поэтому тут флаг 92 года образца. По защитным элементам тут нити, также на каждой странице обратно же при ультрафиолете вы можете рассмотреть различные узоры, рисунки. Это в таком при ультрафиолете будут видны они. Страница первая, изначальная страница, она также из поликарбоната. Есть краски, которые обратно же появляются, тактильные элементы защиты. Я же, как ранее говорил, их очень много. Даже, например, если взять номер паспорта, если гражданин внимательно посмотрит, каждая выбитая точка, она сделана либо кругляшком, либо ромбик, треугольником, либо квадратом. То есть визуально это такие круглые точки. Но если внимательно присмотреться, даже номер паспорта имеет защиту. Поэтому подделать эти паспорта, мы думаем, что они нереально. Это на сегодняшний день полностью соответствует международным стандартам ИКАО и сегодняшним требованиям и реалиям. По качеству паспорта
он выше. Граждане могут, если те, кто закажет второй загранпаспорт, они могут посмотреть свой старый и новый и почувствовать различия. По замене паспортов не обязательно идти и менять их. То есть старые паспорта действуют до окончания их срока действия. После окончания граждане в обычном режиме уже подходят, обращаются к нам, и мы меняем паспорта. По цене ID-карта на сегодняшний день на 60 сом дороже, загранпаспорт на 415 сом дороже, чем старая цена. Это сделано ввиду того, что тут больше защитных элементов и качество самих документов повысилось. Вот.